Напишите, пожалуйста, в чат, слышно меня? Отлично, я вижу, что меня видят, слышат. Сейчас я кратко представлюсь, и мы начнем. Я уже сказала, меня зовут Анастасия, я являюсь собственником компании MBC Agency. Мы занимаемся комплексным маркетингом. Отличительной особенностью нашей компании является как раз то, что мы не узко специализируемся на каком-то сегменте деятельности, а именно комплексно подходим к компаниям, в том числе и к брендингу. То есть тем самым качество нашей работы значительно отличается от наших конкурентов. Сейчас я включу демонстрацию экрана. Сегодня я вам расскажу о важности брендинга в деятельности компании и об основных ключевых моментах, о которых вам необходимо знать при разработке брендинга собственной компании и основные ошибки, которые мы рекомендуем не допускать. Что же такое брендинг? Ключевые составляющие брендинга – это название компании. Ну, я коротко введу в экскурс, я не знаю уровень вашей осведомленности в этой сфере, поэтому коротенько пробежимся по этой теме. Брендинг состоит из смыслового образа и графического образа. Смысловой образ – это название, слоган, миссия компании, история бренда и ключевые факторы позиционирования на рынке. Графический образ – это логотип, фирменные цвета, элементы фирменного стиля. Соответственно, при формировании образа необходимо четко понимать, что основной задачей брендинга является донести просто и понятно суть сферы деятельности вашей компании и вызвать ассоциативный ряд, чтобы ваш потребитель, увидев название и логотип, сразу же выстроил логическую цепочку и понял вообще, про что ваша компания, для чего она нужна, и обратил свое внимание. Потому что в среднем было проведено исследование, что примерно 7 секунд у человека уходит на принятие решения о том, погрузиться в процесс восприятия бренда, либо просто двигаться дальше. Учитывая то, что в современных условиях идет перенасыщение рекламной информацией, люди со всех сторон ее получают как на улице, так и когда серфят информацию в интернете, соответственно, очень-очень мало времени на то, чтобы компания могла обратить внимание на себя. Таким образом, брендинг – это один из ключевых этапов, в принципе, начала деятельности компании и очень важный элемент. Раз уж я начала говорить о сфере деятельности, очень важно понимать, что брендинг компаний B2B, которые работают с бизнесом, и брендинг компаний B2C в общем и целом достаточно сильно отличаются. Потому что если речь идет о сфере B2B, то здесь какой-то излишний креатив, он не нужен и даже мешает. Очень часто я всем привожу в пример сферу деятельности услуг бухгалтера и аудита, да. Допустим, если бы позиционирование бухгалтерской компании строилось по принципу «мы самые креативные бухгалтеры, мы делаем бухучет не так, как все, да, и приходите к нам», маловероятно, что кто-то обратился бы в эту компанию, потому что, ну, есть какие-то принципы, каноны, которые нарушать не стоит. Поэтому если ваш бизнес и сфера его деятельности простираются в B2B, то необходимо понимать, что креатив – это то, что вам абсолютно не нужно. Название должно быть коротким, понятным, доносить суть, возможно, содержать какие-то
термины, которые отличают именно эту сферу деятельности, там какой-то консалтинг, ну, вот, допустим, могу как раз на примере своего бренда, да, рассказать. MBC Agency расшифровывается как маркетинг, бизнес, консалтинг. Очень просто, понятно, никаких двусмысленностей в этом направлении быть не может. Соответственно, это первое, на что нужно обратить внимание. Второе – это то, что цель брендинга в сфере B2B – создать образ надежного, стабильного партнера. Поэтому чаще всего в этой сфере не рекомендуется использование каких-то там цветочков и прочих излишних украшательств. То есть B2B просто понятно строго. Все, что необходимо знать о... Да? Так, здесь кто-то звук включился у кого-то, ничего страшного. Второе, что необходимо знать про позиционирование в B2B, это то, что у вас нет потребности стать узнаваемым для всех. B2B-компании работают в своей нише, и какое-то излишнее продвижение в массы не требуется, соответственно, вам не нужно обращать внимание на то, там, знают ли вашу компанию все в городе или нет. Это лишнее, и на это не нужно тратить деньги. И последнее, то, что юмор здесь неуместен. Ну, единственное исключение составляют, наверное, компании сферы деятельности, схожие с нашей, где какой-то креатив может отразить, да, подход компании. А в целом B2B все просто, лаконично, строго, серьезно и ничего лишнего. И абсолютно другой подход в брендинге используется в B2C-сегменте. Когда вы работаете с конечным потребителем, ваша цель охватить как можно больше массы и привлечь себе как можно больше внимания. Соответственно, здесь, конечно, мы тоже рекомендуем выбирать название и визуальный образ, который логически связывается с вашей сферой деятельности, там, какой-то продукт вы производите, либо оказываете услуги. Лучше, конечно, когда с первого взгляда человек сразу понимает, что ему необходимо обратиться в вашу компанию, чтобы удовлетворить свою потребность, да, купить какой-то продукт или воспользоваться какой-то услугой. Но, опять же, я очень часто привожу в пример компанию Wildberries, да, которую все знают, название которой переводится как «ягодки». Абсолютно никакой логики здесь нет, но бренд прекрасно существует, и все его знают, да, и ассоциативный ряд очень четко выстроен. Ну, то есть такая история тоже имеет место быть, но это скорее исключение. А если вы там небольшая компания, только начинаете свою деятельность, либо вы подошли к этапу формирования собственного бренда, то, конечно, лучше все-таки пойти по пути логической цепочки. Вот, это то, что я хотела бы сказать о брендинге и сфере деятельности, то, что необходимо знать собственнику при подходе к формированию бренда. Как раз сейчас я вам хочу показать основные ошибки, да, которые бывают именно на этапе выбора нейминга и визуальных образов, когда результат этой работы вызывает в конечном итоге больше сложностей, чем помогает. Первая компания находится в городе Новосибирске, мы с ней работали. Эта компания занимается продажей систем видеонаблюдения и их монтажом. Они работали на тот момент, когда мы с ними сотрудничали, больше в сфере B2B, то есть устанавливали видеонаблюдение на коммерческие объекты, какие-то большие склады и там, торговые центры прочего формата компании с ними сотрудничали. И первая проблема, с которой они столкнулись, это их название. То есть смысл был
идея была той компании, которая разработала для них брендинг, они хотели дифференцироваться и быть уникальными, соответственно, пчелка видеонаблюдения, да, какой-то такой ассоциативный ряд они выбрали. И они, во-первых, не учли очень важный фактор, что в их сфере деятельности в основном те, с кем непосредственно коммуницируют менеджеры, это люди простые, прорабы, те, кто занимаются стройкой и оснащением объектов. Соответственно, наименование на английском языке плюс абсолютно не на слух невоспринимаемое по отношению к их сфере деятельности вызвало проблемы на этапе звонка менеджера по продажам, потому что когда менеджер звонил и говорил: «Здравствуйте, компания Бивит», мы прослушивали звонки в том числе, очень часто первые 15 секунд разговора тратились на уточнение, кто к ним звонит и зачем, потому что «Здравствуйте, компания Бивит», кто? Компания Бивит, и вот такая вот история была. Это пример того, как делать не нужно. То есть здесь была компания, которая работала в сфере B2B, и дифференциация и креатив здесь был неуместен. После эту компанию мы провели полный ребрендинг, назвали ее «Световидеотехника», группа компаний, и все у них стало хорошо. Второй пример – это сварочная бригада из города Якутска, кстати. Здесь очень сложный логотип, очень много деталей, ничего не понятно, опять же, не отображает сферу деятельности, и это пример того, как делать не нужно. В целом, вообще, когда вы задумываетесь о собственном логотипе и фирменном стиле, нужно помнить и учитывать, что ваш фирменный знак будет наноситься на разные носители, и чем проще он будет, чем меньше в нем будет мелких деталей, тем больше возможностей и меньше сложностей у вас будет при дальнейшем его нанесении на различные носители, а также читабельности и ассоциативном восприятии вашими потребителями вашего бренда. Здесь был также пример у нас барбершопа, очень много деталей. Если такой логотип встречается в рекламном пространстве, да, где-то на рекламных носителях, данная конструкция смысловая будет восприниматься как абстрактное пятно. Никто не запомнит логотип подобного формата. Ну и последний пример – это магазин сантехники. Опять же, название ГАЗ и визуальные образы абсолютно никак не отражают ни сферу деятельности, ни визуальные составляющие также здесь не помогают никак установить ассоциативный ряд, и это примеры того, как делать не нужно. Я вам коротко рассказала, да, о том, как делать не нужно. Наверное, если у вас уже есть какой-то фирменный стиль свой, либо до этого был образ, да, который вы хотели внедрить в собственную компанию, теперь вы, наверное, понимаете немножко, что необходимо переделать в тех мыслях, которые у вас были. И здесь, или, возможно, меня слушают, да, предприниматели, которые задумывались о ребрендинге, изменениях своего фирменного стиля, подошли к этому. Я бы хотела еще сделать акцент на том, как правильно подходить к ребрендингу. Существует вообще, в принципе, два типа ребрендинга. Первый из них – это стопроцентный ребрендинг, который используется достаточно редко и мало применим, но бывают такие ситуации в жизни компании, когда происходит какой-то скандал, какой-то глобальный негативный опыт, и дальнейшая деятельность компании в таком виде невозможна, соответственно, полностью отказываются как от названия, так и от графических составляющих, чтобы полностью оставить все в прошлом и выйти на рынок как новая компания. Но здесь вот был приведен пример компании «Сибирь», которая до 2006 года существовала с таким названием, а теперь это Seven Airlines. И тот
вариант ребрендинга, который чаще всего используется, это изменение части названия или визуальных составляющих, которые как раз позволяет уйти от каких-то негативных моментов бренда, когда, допустим, при первоначальном позиционировании было что-то сделано неправильно, когда компания понимает, что ее визуальный образ не помогает, а мешает в продвижении. Ну, там вот я приводила пример, да, компании Bivit, которая существовала. В таком случае очень важно сохранить преемственность образа компании в восприятии потребителей, чтобы они не потеряли компанию. И при этом привнести что-то новое, что поможет в привлечении новых клиентов. Вот компания Beeline в этом плане очень удачно провела ребрендинг в 2005 году, поменяв свой невзрачный фирменный стиль на более привлекающее внимание. Здесь вот эти вот линии, похожие на пчелку, позволили им очень сильно выделиться среди альтернативных компаний и тем самым улучшить свой фирменный стиль. На чем я еще хотела сделать акцент? До этого момента я очень много говорила о том, что очень важно, чтобы именно ваша целевая аудитория понимала вообще, про что ваша компания, про что ваш продукт, и при первом визуальном контакте с рекламными носителями сразу выстраивался ассоциативный ряд со сферой деятельности компании. Очень часто в своей деятельности мы сталкиваемся с подобной проблемой, что собственники компании хотят, чтобы их бренд выглядел в соответствии с их какими-то представлениями о прекрасном. И это одна из самых основных, на самом деле, ошибок, которые бывают у собственников компаний, потому что можно кто-то выключит микрофон, звук у кого-то не отключен, помехи. Так, поэтому очень важно, чтобы при брендинге вы не исходили только из собственных каких-то представлений о прекрасном, да, хотелок и всего прочего, а лучше обращались к профессионалам, которые понимают, что они делают, зачем, и, соответственно, помогут вам именно в формировании бренда и построении и позиционировании вашей компании. Здесь я хочу как раз рассказать, ну, здесь в слайде указано, да, наш подход к работе с брендом. В целом, я не знаю, к какой компании вы там обратитесь, тут нет никаких ограничений, просто хочу с вами поделиться опытом и обратить внимание, что вам нужно знать при работе с каким-то агентством, что нужно от него требовать и как, в принципе, должна быть правильно выстроена работа по брендингу компании. Первое – это обязательно необходимо проводить первичное исследование и интервью с потенциальной целевой аудиторией, чтобы вообще, в принципе, сформировать представление о идее продукта вашего, да, то, какую потребность вы хотите удовлетворить и выделить ключевые преимущества, а во-вторых, получить обратную связь от рынка. То есть ваш продукт в том виде, в котором он есть на текущий момент, он удовлетворяет запросам рынка или он идет вразрез. Соответственно, это первоначальная стадия помогает не только в формировании бренда, но и в доработке вашего продукта либо услуги. После предварительного этапа обязательно изучается рынок. Как минимум это необходимо сделать для того, чтобы соблюсти уникальность. Да? Все-таки есть требования законодательства и логика, когда при выборе похожего названия на потенциального конкурента потом возникают сложности. У меня есть пример компании из города Новосибирска. Это
сети салонов по продаже аксессуаров для мобильных устройств. Компания Hello и компания Allo Mama. Hello, ну, это логика позиционирования была такова, что аксессуары для мобильных устройств, первое слово, которое говорят люди при звонке по телефону, это «Алло», но здесь было выбрано «Hello». То же самое было сделано компанией «Алло, мама». В результате при проведении рекламных кампаний первой и второй кампании эффект от них наблюдали оба конкурента, потому что очень похоже было выбрано позиционирование, название и все остальное. В результате часть бюджета, затрачиваемая компанией на привлечение клиента, работала на конкурента. Вот, поэтому это очень такой важный момент, на который необходимо обращать внимание при разработке брендинга. После этого компания должна переходить к этапу набросков и обязательно очень, ну, вот этот первоначальный этап, когда собранная информация от компании и предоставленная первичная информация от агентства, которое разрабатывает брендинг, чтобы они сошлись, да, в едином понимании, что работа движется в правильном направлении. Дальше компания выбирает концепт, который ей нравится, который удовлетворяет потребностям рынка, да, со стороны, ну, с точки зрения агентства, с которым вы работаете. Потом происходит внедрение в реальную среду, разработка макетов, внедрение фирменного стиля на рекламные носители. И в результате компания получает готовый брендбук. Очень важно чтобы компания, с которой вы работаете, на всех этапах проводила с вами согласование макетов, а вы не получили результат. Ну, не знаю, нужно было, кстати, включить это в слайд. Был такой кейс у студии Артемия Лебедева, когда у них была история с услугой одного варианта, разработки одного варианта фирменного стиля, когда компания обращалась, платила 100 тысяч рублей, на выходе получала то, что получала, и не имела права там, внесения никаких корректировок в то, что она получила. Соответственно, чтобы вы также не столкнулись с подобной ситуацией, когда вы заплатили деньги, вы не знали, что происходит на всем процессе разработки фирменного стиля, и в результате получили какой-то готовый продукт, который, ну, не соответствует вашим ожиданиям, а сделать вы с этим уже ничего не можете, потому что чаще всего дальше вам будет компания говорить о том, что дальнейшие доработки будут оплачиваться там отдельно. Вот, поэтому, когда вы обращаетесь в компанию за разработкой фирменного стиля, вам необходимо знать вот эти вот моменты, которые должны с вами произойти, чтобы результат работы соответствовал вашим ожиданиям. Сейчас я еще хочу показать вам в целом, как выглядит результат работы и что вы должны получить в конечном итоге от компании, которая разрабатывает для вас брендбук. Здесь у меня есть несколько примеров. Это, кстати, компания из города Якутска. Забыла еще об этом упомянуть. Мы уже 4-й, по-моему, год работаем с компанией «Мой бизнес» из города Якутска, да, и разрабатываем фирменный стиль для якутских компаний. Соответственно, мы уже шутим, что скоро пол Якутска будет оснащено нашим фирменным стилем. Здесь пример бренда Nerureska. Компания занимается у них есть фрезерные станки и, по-моему, лазерные станки. Они делают вырезку на дереве. Соответственно, в логотипе мы решили отобразить сферу деятельности компании через вот такой элемент, который является частью чертежа. Наименование компании мы не трогали, потому что она уже порядка 7 лет существовала на рынке, и такие изменения были абсолютно не нужны.
опять же, чтобы сохранить преемственность. Я коротко пролистаю, просто, ну, мне кажется, для вас будет, если вы не сталкивались с этим, полезно знать, какой результат вы должны получить в конце деятельности компании, которая будет разрабатывать для вас брендбук или фирменный стиль. Вот такой вот интересный стиль получился в результате совместной работы. Клиент был очень доволен. Также я вам могу показать, вот мы работали с частными садами Baby City. Цель была разработать легкий детский фирменный стиль, который бы отражал основные константы, которые собственники хотели донести до целевой аудитории. Такой он получился милый, веселый и детский. Так, не видно, мне говорят. Хорошо, сейчас попробую с этим что-то сделать. Так, тогда напишите мне, пожалуйста, теперь видно или нет. Ага, видно. Хорошо, спасибо. Так, тогда еще раз придется, наверное, коротко пролистать. Так, вот компания Нейрорезка. Здесь был использован паттерн в виде среза дерева. Как раз в основном эта компания занимается резкой по дереву. Вот здесь вот как раз в правом углу пример работ, которые они делают. Очень часто, опять же, хочу сделать акцент, мы сталкиваемся с тем, что недобросовестные компании часто очень в урезанном виде предоставляют брендбук без правил использования, типов нанесения и всего остального. Поэтому вы можете видеть, как вообще должен выглядеть результат работы с компанией, которая знает, что делает. Так, давайте я вам покажу Baby City. Baby City, ну, не знаю, у кого есть дети, наверняка знают, наверное, из Якутска вам должно быть близко. Вот такой детский фирменный стиль получился. Ну, давайте вам еще покажу еще одну компанию из Якутска, производитель пуховиков и зимней одежды. Вот такой интересный логотип мы придумали, чтобы отразить холод и, в принципе, смысл одежды. Использовали вот такой символ в виде пингвинчика и название Артигас. Вот в целом, коротко, это, наверное, основная информация, более-менее простыми словами, которую вы должны знать о разработке собственного фирменного стиля и на что обращать внимание. Если у вас, возможно, есть какие-нибудь вопросы, на которые бы вы хотели получить ответы по поводу брендинга, то можете мне написать в чат, я на несколько вопросов отвечу.
Так, вопросов я не вижу, ну, наверное, все понятно тогда было. Очень приятно было для вас сегодня рассказать о брендинге. Надеюсь, вам тоже. Добрый день. Спасибо нашему сегодняшнему спикеру Анастасии Александровне, директору компании Marketing Business Consulting, с очень такой интересной и актуальной темой на сегодняшний день. И хотелось бы отметить, что Центр «Мой бизнес» принимает заявки на услуги по разработке брендбука, исполнителем которого, собственно, является компания Анастасии. Если ваше предприятие зарегистрировано более 1 года, и вы еще не получили у нас услуги по акселерации в текущем году, то можете смело подать заявку, да? И в рамках вот этой вот услуги входит разработка фирменного логотипа, да, фирменного знака, да, правила пользования этим логотипом, как сегодня Анастасия продемонстрировала, подбор фирменных цветов, шрифта, макета паттерна, вот узора фирменного, и правила его пользования, макет шаблона для социальных сетей, а также варианты размещения логотипа на 5 различных поверхностях на выбор. То есть это может быть какая-то униформа, баннер, документация или на автомобильном, упаковки и многое другое можете выбрать, да? Вот, если у участников нет вопросов, то, в принципе, мы можем уже завершать, да, Анастасия? Да, У вас на сегодня все? да. Да. Всем участникам после вебинара мы направляем ссылку на запись. Вот. И всем хотелось бы сказать спасибо. До скорых встреч. Спасибо вам, Всем Анастасия. спасибо за то, что прослушали. Всего доброго. Ага, всего доброго.